В общем, причину я нашел. Поэтому уток нет. Им спешить некуда. Успеют еще на юг улететь. Вот они, коротыши какие. С удовольствием он ест. Потому что он сладкий. Ну что, ребята, завели мы машину. Ребят, 12 сентября. Очередной фильм у меня. Я нахожусь в гараже. Как мы видим, УАЗик, Калина. Я ищу проблему. Проблема у меня не решена насчет... Ну, в общем, не завелась опять у меня машина. Позвонил другу Сергею Ивановичу. В нашем селе тоже живет. С ним всегда советуюсь. И две причины он сказал. Может быть стартер или же аккумулятор. И знаете, вот я в первую очередь я снял из Калины аккумулятор и поставил вот сюда, на УАЗик. Вот это аккумулятор от Жигули Калины. Пробую завести. Слышите, видите, что случилось? Идем сюда. Сюда поставил временно аккумулятор. Сюда поставил временно аккумулятор от УАЗика. Ну так, небрежно, как смог. Потому что покрупнее, побольше аккумулятор оказался. Пробуем завести. С полоборота, ребята. С полоборота. В общем, причину я нашел. Причина в аккумуляторе. Сергей Иванович мне также сказал, что у него аккумулятор на машине 7 лет работал безотказно и резко отказал. У меня примерно 9 лет уже. У меня аккумулятору примерно 9 лет. И вот такая картина тоже случилась. Резко все отказало. Все четко работало. Машину загнал в гараж, выключил. Она следующий день уже не завелась. А причина в аккумуляторе оказалась. Так что будем менять аккумулятор. Вот такие новости. Как бы я ждал совета от своих подписчиков, может кто чем поможет. Ну, оказалось, что и причина в элементарном оказалась проблема в аккумуляторе. Так что пока пару дней, наверное, придется подождать. Закажу аккумулятор, может привезут. На Калине пока никуда ездить не будем. Возвращаюсь, ребята, с охоты. Второе утро уже. Ходил на речку, на утреннюю зорьку. Вчера нифига ничего не было. Сегодня одну утку хоть видел. Пролетел, поднялся вверх. Уток нету. Наверное, до заморозков больше на речку не выйду. Не угадаешь, когда будет перелет. Сейчас время, я не знаю, там 5 часов, наверное. Где-то расцветает 3:30 утра. Ну, примерно так. Ничего с собой такого, только ружье, рюкзак, там сидюшка, где я сижу, весло.
все. Но утро прекрасное, вот смотрите. Тихое. Тихое, прекрасное утро. Мошкары много. Сегодня 13 сентября. Мошкары очень много. А вечером вообще ужас. Вот так. Объели. Руки горят, блин. Как золой, как будто в зале держал руку. Безветренно. Вороны. Ворона уже в село подтягивается. Так что охоты пока нету такой серьезной. Вот когда листья от того берега выпадут, вот начнутся перелеты. Это первый признак того, что листья еще на месте, заморозков таких не было. Поэтому уток нет. Им спешить некуда. Успеют еще на юг улететь. Они махом за сутки могут перелет такой сделать. Одно утро. А ты ходи, сторожи потом каждое утро, когда начнется хороший перелет. Ладно, я пошел домой. Тут делать больше нечего. Второе утро и без выстрела у меня. Вон какие хмурные тучи идут. Ужасные. Надо накачать еще воду. Так. Что тут у нас? Мелкий урожай моркови в этом году. Вот они, коротыши какие. Ужасный урожай. Слишком густо посадила она жена. Или еще что. Витамины для собаки. Вон он, бездельник, лежит. Бездельник. Тулан бездельник. А, Туланчик, будешь морковь? Сейчас там морковь будешь? Витамины. Щай. Он всеядный у меня. Овощи любит. Тула, вкусно? Так. На, еще. Держи. Сейчас Айде еще дадим. Айда. Держи. Она возьмет, но не будет кушать это, не ест. На. Ради приличия еще более-менее возьмет, но чтобы съесть, она никогда. Сырую рыбу так неохотно тоже кушает. Но она возьмет на будку оставит.
Сейчас. Вот так. А тучи какие страшные идут. Вообще жуткие тучи. Горох свежий. Осенью все стоял. Какие они. Сейчас соберу еще для тулана. Сейчас для собаки еще. Тулан также любит. Травоядный он у меня. Всеядный. Все любит. Айде бесполезно давать. Она не ест. Чего? Видели, как с удовольствием он ест. Потому что он сладкий. И сам по себе любит. Вот когда свежую капусту даю, он блюет. Блюет ли, как там правильно. Рвота у него начинается от свежей капусты, и не стараюсь давать. А так, это дело он любит. Ладно. Сейчас Айде еще там тоже. Айда бывает тоже хрустит. Айда. После обеда прогулка у них будет. Айда, на еще. Айда. Бог. Но она не ест. Очень так. Травоядный туланчик. Снимаю на экшн камеру, ребят. Sony, кому интересно. Так, ребята. Сейчас в данный момент 13 сентября, вечер. Вчера начал разбираться с калиной, там проблему нашел. И проблема, как мы уже знаем, в аккумуляторе. И я заказал, знакомые привезли новый аккумулятор. Вот такой. Не знаю, как по качеству будет этот аккумулятор, как будет работать. Даже нету здесь дырочек, чтобы заливать кислоту, дистиллированную воду. Есть только вот тут отверстие, там только зеленая, типа зеленая лампочка горит и еще. Не знаю, видно, нет там на экране. И когда уже гарантия закончится, у этого аккумулятора загорится красная лампочка. Так вроде как объяснили. У меня старый аккумулятор 55 ампер или что там было, но 55-ка. А здесь у нас 62. Вот, чуть-чуть мощнее. И стоит это аккумулятор 3600 рублей. Ну, сейчас установим, попробуем, работает, нет. Самому интересно. Побыстрее надо сделать, собрать все это дело. Ну вот мы видим, аккумулятор уже на месте. Клеммы все подошли. Но вот как бы крепление, ну я еще не затянул ничего. Крепление не подходит, но думаю зажмет все равно. Первый аккумулятор был пошире, а здесь другая конструкция. Ну, это ничего страшного. Попробуем завести, получится, нет.
Ну что, ребята, завели мы машину. Неплохо, в принципе. Ну вот и завели. Оказывается, причина поломка, и как мне посоветовали знакомые, может быть аккумулятор. И это, оказывается, действительно аккумулятор. Все резко, ну, срок аккумулятора истек. Но 9 лет вроде как работал. Это родной аккумулятор. И все резко так получилось, что перестал работать. Может, замкнуло что-то там или еще, от чего так быстро разряжается. Но самая главная причину нашли. Сейчас уже машина, будем считать, сейчас на душе мне легко. Я нашел причину. И будем дальше ездить. Вот такое коротенькое видео. Как я искал причину, нашли, отремонтировали, поменяли аккумулятор. Так что все поправимо в этой жизни. И на этом, думаю, пора заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел этот фильм. А на этом все. Всем пока и до новых встреч.